На неделе президент Сооронбай Джейнбеков совершил официальный визит в Саудовскую Аравию, где принял участие в открытии нового здания посольства Кыргызстана в Рияде и совершил малый хадж. Он провел переговоры с королем Салманом бин Абделазиз Аль-Саудом, обсудил перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также встретился с председателем Маджлиса Аш-Шура Саудовской Аравии Абдуллой бин Мухаммед бин Ибраим Аль-Шейхом, которого заверил, что кыргызская сторона готова приложить максимальные усилия для развития двустороннего сотрудничества. После этого Джейнбеков принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, на котором среди прочих очередных вопросов обсуждалась и подготовка к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. И российский президент Владимир Путин привел цитату из телеграммы Черчилля Сталину. Теперь из личного послания Черчилля Сталину от 22 февраля 1945 года. Это было 22 февраля, накануне празднования 27-й годовщины Красной Армии. Черчилль пишет, что Красная Армия празднует свою 27-ю годовщину с триумфом, который завоевал безграничные аплодисменты ее союзников. Будущие поколения признают свой долг перед Красной Армией так же безоговорочно, как это делаем мы, дожившие до того, чтобы быть свидетелями этих великолепных достижений.